Тут у нас она в зоне занималась, тут она у нас уроки делала, это компьютер для нее специально вот, как бы делали. Тут у нее грамоты. Тут она участником была, вот свидетельство участника вундеркинда. Вот еще одна грамота тоже. Вот грамота с танцев, она у нас танцует. Вот даже вот это нам дали. Тут она вот уроки у нас делала. Это ее учебная тетрадь, да? Угу. А компьютером она занималась компьютером. Очка.ру. Мы в основном занимались. У нас же это... И так, чтобы мультики посмотреть, еще что-нибудь. Очень любила Олимпиады у нас постоянно. У нас Очка.ру включала, и только новая Олимпиада мы прям ее делали, только ее. Тут телевизор, они мультики смотрели. Ну тут их на кровать, новую кровать купили двухъярусную, хотели, чтобы это, спали вместе, чтобы побольше места было им играть. Там у них домик вот тоже есть, они вечно его раскрывали и играли там в нем. Вот на Новый год она у нас коляску просила, купите, говорит, пораньше, и этот чайный сервиз все просила. Дедушку Морозу все говорила, письмо писала. Тут у нас игрушки их все. Вот она, ее любимая собака, это вот, что единственное я оставила, зайца, там еще был заяц, мы туда увезли его, а это оставили милашки. Вот медведи там все. Вот любили очень кухню играть постоянно у них там. Вот это вот она рисовала. Свой день рождения, у нее было 20 сентября день рождения. Она вот сама лично вот это вот нарисовала картинку. Папу заставила, говорит, повешай. Вот ее шкаф. Тут ее школьная одежда. Мы еще даже ничего не убирали. Вот тут ее. Вот ее самая любимая блузка, которую вот мама говорит, я ее буду постоянно носить. Вот она постоянно ее носила. Вот любимая ее кофта еще. Вот. Рамис еще ничего не убрала. Блузки вот они все школьные. Тут у нас одежда вся была ее. Я даже еще ничего не... А, вот ее любимый. Этот просила она у нас постоянно его. Находила в нем костюм единорога. Ее любимая. Холодно было, она его одевала и это, играла по дому. Тоже вот ремонт постоянно делает. Печку он постоянно вот как бы все для них. Тут у нас ванна для них. Ванна, машинку специально, вот тоже в этом году, позапрошлом году купили вот новую тоже. Вот ремонт начали делать, мы еще не доделали как. Сейчас еще. До этого хотели в планах еще потолок поменять и душ поставить уже наконец-то. Вот ее портфель. В этом году купили ее новый. Она прям просила новый портфель, хотела. Тут ее вот пенал ее. Тут тетрадки лежали у нее. Вот, школьные все. Даже вот дневник ее. Она у нас пятерки любила хвастаться. Вот сама писала, мыслиша. Я ей помогала заполнять. Четыре. Как бы очень любила заниматься. У нас математика самая любимая была. Математику мы очень любили. Вот окружающий мир, вот она вот уроки делала сама. Постоянно вот рисовала белку. Вот писала растения, животных. Вот. Постоянно вот мы с ней уроки.
Вот русский язык я люблю. Вот эту математику она вообще любила. Да. Постоянно все. Уроки, уроки. Сейчас в этом году еще английский начала заниматься. Так у нас прям радости было полной. Нет, это не по-английски, не там, наверное, лежит. Вот блокнот просила маму купить, чтобы, говорит, буду это записывать, чтобы не забывать ничего. Ну, вот спортивная ее одежда. Спортзал. Там у нас на физо. В этом году купила. Она говорит, хочу новый профиль. Ай, выбирала очень хорошо. Ну, тут мальчик. Здесь вот мы гараж собираемся строить, уже как бы вот время уже. Тут у нас беседку планировали делать. Тут у нас огород. Теплица вот есть. Тут цветы садим. Вот машина стоит. Тут у нас насосная. Вот туда этот насос там стоит. Домой не стали заносить, чтобы не гудел сильно. Я Сонина бабушка, Янголова Соня бабушка. Хочу рассказать немножко о своей внучечке. У меня внучка умерла. Не знаю, вот следствие занимается тем, что разбирается, кто виноват. Ну, что Сонечка? Сонечка у меня была очень хорошенькая девочка, послушная, семья полная. Вот сейчас вот говорят некоторые, что вот в семье там пили, за детьми не смотрели. Я вот, например, не знаю, как кто-то, я вот как бабушка каждый раз туда ездила, семья полная, за ребенком постоянно смотрели. Кто-то хочет сказать, что у меня ребенок вырос в плохой семье, там что-то у них, кто-то пил, кто-то не пил. Но вот люди, наверное, не понимают этого горя, что, ну вот, что мы вот потеряли, во-первых, внучку, а во-вторых, вот эти слухи, которые идут неизвестно от кого. Сначала в школе сказали, что родители пьющие не смотрели за ребенком, что она 3 дня пропустила. Но не знаю, как это людям после этого живет, спокойно или неспокойно. Ребенок у меня до пятницы ходил в школу, бабушка ее забрала, привела домой, все было нормально. Так, потом говорят, что вот родители что-то там не так. Все у нас было хорошо, все прекрасненько. Ну, не знаю, неужели людям от этого легче становится, от того, что вот они, не зная эту семью, что-то скажут, и вот прям вот им за это какая-то благодарность будет? Или вот я не знаю, ну что еще можно сказать? Бабушка полностью, вот вторая вот бабушка, не я, конечно, а вот мужа Ирин, мама, бабушка, вот она ее полностью от и до вырастила с пеленок, полностью подняла, в школу провожала, в садик водила, в школу провожала, и ребенок у нас был досмотренный. Со стороны соседей не было никаких жалоб, никто не жаловался. Соседская девочка, она иной раз, когда мать работала, она ходила с ней в школу. Вот соседи ничего плохого не могут сказать. В школе у нее характеристику дали, что девочка очень положительная. Она училась на 4,5 и на физкультуру ходила. И вот когда вот в пятницу, когда она со школы шла, у нее было чаепитие. Там вот кто-то вот говорит, что вот она в школе 3 дня не ходила. А у нее было чаепитие. Она после чаепития, бабушка ее встретила, привела домой. Все было нормально. Ничего такого не было. Характеристику дали со школы очень хорошую.
Участковый дал хорошую характеристику, потому что там об этой семье плохого никто ничего не сказал. И у матери с работы тоже хорошая характеристика, тоже дали вот. И в продолжение бы хотел бы добавить, семья Янголовых, попавшая в такую беду, в такое горе, обратилась ко мне за помощью, и я буду выступать на их стороне. С Минздрава хотят эту семью очернить, унизить, что семья неблагополучная. Вот в этих бумагах все характеристики на эту семью, на эту девочку Софию, которая погибла в больнице. Я буду делать все возможное, чтобы от наказания эти врачи не ушли. Они пытаются это дело замять. Будем делать все, чтобы расследование Следственного комитета прошло на высоком уровне честности, справедливости. Мы будем бороться за справедливость. Почему я склоняюсь и верю этой семье, что они говорят? Это так и было. Правда, конечно, такой случай, потерять дочку, да еще на руках, это, конечно, тяжело говорить. И хотелось бы обратиться к врачам, кто конкретно присутствовал в то время, когда требовалась помощь этой девочки Софии. Включите свои совести, боритесь за справедливость. Я надеюсь на Следственный комитет по правам ребенка. По интернету, по телевизору я новости наши хакасские просматриваю. Видно невооруженным глазом, что Минздрав лукавит. Но эта работа будет очень тяжелая, длительная. Но нам надо будет доказать вину врачей. И думаю, с помощью врачей, кто откликнется, мы это сможем сделать.